Строительство детского туберкулезного санатория на Покровском тракте столицы посетили сегодня премьер-министр Галина Данчикова и вице-премьер Игорь Никифоров. Об итогах проверки в материале Туяры Филипповой. Здание из двух корпусов снаружи уже кажется готовым принять посетителей. Но внутри еще кипит работа. Началась отделка будущего санатория, который, кстати, будет первым в стране, возведенным в постсоветское время. Вместо 3000 квадратных метров, на которых сейчас размещается 5 корпусов санаторий, получит вдвое больше – 6400. Премьер Галина Данчикова, сопровождающими, осматривая объект, даже немного заблудились в огромном здании. Но такие площади не прихоть, а требование норматива. Строительство данного объекта позволит нам развернуть побольше реабилитационных кабинетов, помещений. Школа будет очень хорошая на 100 мест. Палаты будут отвечать современным требованиям, потому что площади этих палат будут расширены большие. Застройщик объекта «Якутцемент» только на обустройство артезианской скважины потратил 27 миллионов рублей. Благодаря этому санаторий будет обеспечен собственным источником воды и очистки, как и автономным отоплением. Всего же на строительство объекта компания, которая строит его на принципах государственно-частного партнерства, потратила 640 миллионов рублей. Строительство, можно сказать, вступило в завершающую стадию. На сегодня у нас смонтирован полностью инженерный блок, запущена котельная, работает станция водоподготовки, заканчивается бурение артезианской скважины, в здание подается тепло. Премьер Галина Данчикова выразила удовлетворение темпами строительных работ и поручила представителям Минздрава уже начинать прорабатывать вопросы поставки нового медицинского оборудования и штатов технических работников. В новое здание санаторий переедет уже весной. Туяра Филиппова, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.